Программа «Сорян» продолжается, и вот уже совсем скоро один из старейших театров Республики Башкортостан, Государственный театр кукол, откроет свой юбилейный 90-й сезон. Какие сюрпризы для дорогих зрителей готовят артисты, узнаем из первых уст, так сказать. Сегодня в студии Диана Ильдаровна Гараева, заведующая литературной частью. Здравствуйте. А также народный артист Российской Федерации и БАССР, правильно, да, заслуженный артист Российской Федерации. Ну, в общем, огромное количество регалий у нашего сегодняшнего гостя. Это Айрат Акрамович Ахмедшин. Здравствуйте. Здравствуйте. Причем еще стоит заметить, что Айрат Акрамович один из первых, кто получил такое звание среди актеров кукольных театров. В России, не просто в Башкирии, а в России. Вот такой большой у нас гость. Доброе утро. Слушайте, давайте сразу представим тех, кто еще с нами в студии. Эти два милых, я даже не знаю, как персонажа. А вот, наверное, один из самых старейших персонажей в нашем театре. Ровесник театра, будем так считать. Вот. Хорошо сохранился. Я ухаживал за ним, поэтому он и сохранился. Реставрировал, ремонтировал, видишь, подкрашивали. Вот какие куклы, видите, прям натуралистические. Ух ты, вот это да, это не просто кукла, это инструмент. Инструмент в руках актера-кукловода. Так же, как музыкальный инструмент у музыканта, так же кукла в руках актера-кукловода. Вот. А как зовут ты твоего персонажа? Ну, я даже не знаю, из какого он спектакля, потому что он же ведь намного раньше, чем я пришел в театр. Ну, Волк, видите, как он. Ну, я не знаю, как-то по спектаклю, наверное, он там что-то играл. Это универсальный актер во всех русских сказках. Он всегда там есть, да. Ну, есть, но только, видимо, у него облик-то какой-то другой, потому что, видите, тут характер какой-то. Открывается пасть, не просто так. Ой, браво, здорово. У него так глаза по-настоящему сияют, прям, как будто живой. Он может вот сесть, он может сесть, посидеть. И сесть на воздух, на невидимый табурет. Воображаемый, так сказать, табурет, да. Кстати, а второй персонаж, я так понимаю, напоминает мне почему-то Айболита. Учитывая, что сегодня день Всероссийского день ветеринара. Неспроста он вам его напоминает, потому что это и есть доктор Айболит из нашего нового спектакля, который вы увидите, премьера которого уже состоится в эту субботу. «Приключения доктора Айболита и его друзей». Ух ты! Это вот кукла, она еще, конечно, на стадии, ну, так сказать, работа еще до конца ее не сделали. А потом она попадет в руки, значит, артиста, и артист будет ее, значит, вот, играть. Как они живают у вас на руках, удивительно. Ну, так это моя профессия, дорогие товарищи. Айрат Акрамович может оживить любой неодушевленный предмет. Так, давайте сразу наших телезрителей заинтересуем и обрадуем тем фактом, что увидеть эту куклу в работе, в действии, на сцене они смогут самостоятельно, своими глазами, если прямо сейчас правильно ответят на вопрос, сколько лет исполняется Башкирскому государственному театру кукол в следующем году, в 2022 году. Это юбилейный год. Так вот, сколько лет? Напишите, пожалуйста, на наш номер WhatsApp-канала 8 937 30 77 177. И если вы напишите правильную цифру и сделаете это, каким по счету? Ну, давайте 8-й. 8-м по счету, то вы получите 2 билета на спектакль, который называется... Да, «Приключения доктора Айболит», как раз того героя, которого мы сейчас вам презентовали. Спектакль пройдет 4 сентября, а мы снова и снова повторяем, сколько лет в следующем году юбилей справляет театр кукол. Двигаемся мы далее. Расскажите, пожалуйста, про премьерный спектакль, что готовится. Ну, как мы уже сказали, доктор Айболит, спектакль по произведению Корнея Ивановича Чуковского. Он выдержан в жанре клоунады, что не совсем свойственно нашему театру. Действия будут разыгрывать клоуны, используя вот таких вот кукол. То есть будут на сцене животные, будут на еще сцене и будут еще и клоуны. Они будут разыгрывать представления и прибегая к помощи кукол. А кому будет интересно посмотреть на эту постановку? То есть какая возрастная категория, каких деток, видимо, все же в первую очередь вы ждете? Возрастная категория спектакля 0+, но мы все-таки рекомендуем детям от 3 лет, наверное, посещать такие спектакли, когда уже познакомились с творчеством Корнея Чуковского. Кстати, да, чтобы понимать, о чем речь идет и что ждать в развитии сюжета. Это не все сюрпризы, которые вы готовите в этом юбилейном сезоне, как я понимаю. Что еще в планах? Да, в планах у нас еще 2 постановки. В этом году мы планируем выпустить спектакль «Кошкин дом», «Незнайка». А в следующем году, как раз в юбилейный наш год,
мы планируем подготовить юбилейный концерт, который станет в будущем также спектаклем, который перерастет в самостоятельный спектакль. Здорово. Ну и не могу не спросить, я как человек все-таки взрослый, больше, чем 0+, будет ли что-то для тех, кто постарше? Да, конечно. У нас на протяжении всего сезона будут наши спектакли категории 16+, «1001 ночь» у нас в сентябре, уже в ближайшее время зрители Если увидят. кто-то давно хотел сходить, Да. самое время отправиться в театр кукол в Приходите. конце сентября, и уже сейчас можно билеты купить на сайте, Да. как я понимаю, да? Ну или в кассе, Или в кассе театра. И что, у нас уже есть победитель? Я вот, да, очень много ответов было. 50, 70, 85. Но самые внимательные сразу же заметили, что 90-й сезон. Юбилейный. Юбилейный. Не просто Отмечают. так. Не просто так. 90-й сезон, 90 лет исполняется в следующем году театру кукол. И вот правильный ответ у нас пришел, 8 по счету, 8 правильный. У нас ответила Диана. Девушка Диана. Диана, я вас спас от падения. Диана, мы вас поздравляем. 4 сентября вы отправляетесь на приключения доктора Айболита. Как приятно. И надо сказать, вот Айрат Акрамович подтвердить, что вот этот вот юбилей, он особенный для нашего театра, потому что и театр особенный. Да, я, конечно, хочу, вот многие не знают, вроде как 90 лет и не больно-то по сравнению с другими театрами небольшая цифра, но наш театр со дня образования является одним из первых среди национальных республик России. Это имеется в виду Татарстан, Чувашия, Марий Эл, туда-сюда. И 10-й со дня образования в десятку входит вообще всей Российской Федерации. То есть наш театр кукол, да, один из старейших Да. во всей стране. Да, То есть у него такая совершенно богатая верно. история. Да. И вот мне очень хочется взять в руки вот эту куклу, которая практически ровесница театра. Если у меня получится ею хотя бы сказать доброе... А вы можете понарошке даже вот сзади взять за затылок. Подождите, Потому что так будет. Айрат Акрамович, что вы так говорите, да, просто кукол. Да вы же сами сколько? 55 лет в театре, насколько я помню, Да. 55 лет. Есть у вас какой-то определенный самый любимый спектакль? Ну, вы знаете, они как бы все любимые, потому что они же как дети, ты же в них участвуешь, как бы впервые приступая, несмотря на то, что у тебя большой опыт, большое количество спектаклей, но каждый спектакль для тебя впервые, потому что новые темы, новые содержания. Ну, конечно, есть любимые. Вы знаете, чем... Вот видите, как правильно, надо в артистки переводить уже в театр. Вот. Я так для себя освоил, тем труднее дается какой-то вот спектакль, то есть или роль, тем они становятся любимее, потому что с ними, ну, расставаться не хочется, понимаете? А приходит какое-то осознание, вот с годами играть спектакль, или с каждым годом он становится какой-то другой? Конечно, приходят, конечно, приходят. Вот многие спектакли же как бы уходят из репертуара, а у меня в памяти-то они все остаются. И я даже ночами во сне переигрываю роли, и совершенно по-другому я бы сейчас их сыграл, бы, Так представь. жалко, Потому что что нельзя. осознание-то приходит другое, понимаете? Вот. Очень сложная у вас профессия, скажу я вам, потому что вот открывать рот кукле, при этом разговаривая, очень непросто Давай, ты открывай. отдвигаться. Ты улыбайся, открывай. Тихо. Ты открывай, я буду его озвучить так, Давай. главное, чтобы было честно. Смотрите, салям по утрам. Так, Волки, разговаривает или как? Айрат Акрамович, я люблю тебя. Все, друзья, мы вас благодарим. Напоминаем, что справляет свой юбилейный 90-й сезон, да, уже начинает в сентябре театр кукол, один из древнейших театров. 90 лет он существует, и, как говорится, один из первых. Точно так же, как и один из первых народных артистов театра кукол нас посетил сегодня с утра. Айрат Акрамович Ахмедшин, народный артист Российской Федерации. Какая честь для нас была. И Диана Ильдаровна Нагараева, заведующая литературной частью Башкирского государственного театра кукол. С праздником вас, хороших вам спектаклей, самое главное, благодарного зрителя. А вам, друзья, хорошего дня, отличного настроения. Ну и, как говорится, не пропускайте ежебуднично с 7 до 9 салям, рада. Ну и делимся с вами позитивом. Хорошего дня. Пока-пока.